И с нами на прямой связи раздраженная белорусская горожанка. Перемен требуют наши сердца. Здравствуйте. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Да, ради бога, я только за. Мужик, громче говори, я после этих митингов оглохла нахрен. Вы не согласны с результатами голосования? Куда голым сование? Я не слышу. На выборах. Не, никто голым не выбрал. Флаг у вас на лице, это вы за смену государственной символики? Да не, это я за Спартак. Спартак, чемпион. Тише, я понял. Скажите, а чего вам не хватает? Денег. А кем вы работаете? Я? Я не работаю. Так что вас не устраивает? Честно, сиськи маленькие. Ну а что же вы пошли на митинг против Лукашенко? А ты где-нибудь видел митинг против маленьких сисек? А вот говорят, что протесты финансируются из-за рубежа, и участникам много платят. Не финансируются? Мало платят. Так что вас привело-то на митинг? ОМОН. В смысле? Мужики там крепкие, уж обнимут, так обнимут. Кстати, я еще не замужем. Живе Беларусь! Живе! Тихо. Спасибо, что заглянули. Желаю вам поменьше митингов и побольше петингов. Не заблудитесь там в своих убеждениях. Салем, Казахстан! Мы вновь рады приветствовать вас на нашем канале. Мы на некоторое время выпали из графика, и пару недель на канале не было свежих выпусков. Но тем не менее, мы продолжаем отслеживать интересующие нас новости. И исходя из отрезка, как вы видите, не перевелись еще цирковые клоуны на земле русской. Очередной армянский шут в лице Тиграна Кеосаяна развлекал российскую публику своим якобы сатирическим, но по факту пропагандистским шоу «Международная пилорама». Этот мерзопакостный и до нельзя низкий спектакль для фриков не что иное, как очередной заказ Кремля для высмеивания и очернения протестующих в Беларуси. Ведь если митингующие добьются успеха, то это тревожный звонок не только для Лукашенко, но и для всего российского правительства. Ведь если даже маленькая Беларусь сумела добиться смены тоталитарного режима своими силами, то значит и россияне смогут. Поэтому они и будут и дальше лить тонну грязи на белорусов, рассказывать, что их спонсируют извне, обвинять Запад в попытке устроить очередной Майдан, но при этом рассказывать о своем теплом, братском отношении к белорусскому народу. Это их излюбленный прием для оболванивания российского народа, который по природе своей любит, когда говорит Москва. И несмотря на то, что им постоянно в уши льют тонны дезинформации, они охотно ей верят. Особенно это касается старшего поколения, так сказать, людей золотой советской эпохи. Трамп, мы ненавидим тебя. Ну а те, кто помоложе, по натуре своей еще те лицемеры, еще каких-то 5-6 лет назад кричавшие «хохлам отключим газ», «не смешите наши Искандеры» и прочее, сегодня вдруг возненавидели своего лидера и дружно скандируют «Путина в отставку». Однако давайте вернемся к Белоруссии. Это гнусное и оскорбительное фрик-шоу вызвало гневные отзывы со стороны белорусов. И вполне оправданно. Кеосаяна при встрече, я думаю, они точно пустят на шашлык. А вот ярая болельщица Спартака, поняв, что накосячила, решила принести белорусам свои сопливые извинения. Я прошу прощения публично перед всеми людьми Беларуси, женщинами, и мне ужасно стыдно за то, что я сделала. Мне стыдно за то, что моя мораль была нарушена, и я это сделала. Это факт. Оправдывать себя тем, что я получаю текст за 3 минуты до мотора, это уже не важно. Я просто искренне прошу прощения перед всеми людьми. Я знаю, как вам больно. И это было ужасно безбожно с моей стороны. Это духовная скрепа.
В завершении нашего короткого выпуска хотим сказать, что несмотря на жестокость правящего режима, народ Беларуси по-настоящему стойко борется за свое будущее. А во всей этой ситуации виноват пока еще президент Беларуси Александр Лукашенко. Совсем недавно он признался, что немного засиделся, но пост свой оставлять не собирается. И, естественно, митинги спонсируют извне. Стой, стой, стой! Стойте, мужики, стойте! Стойте, 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 Да стойте, что делать, мы свои! Стой, стой, стой! Да мы свои! Стойте, стой! Мужики, мы свои! Стойте, мужики, да стойте! Пожалуйста, стойте, пожалуйста, пожалуйста, стойте! Мало нет! Пожалуйста, стойте, стойте! Все, стоит! Стойте, стойте, стойте! Давайте вспомним, что он говорил, когда в Минске были пойманы российские боевики ЧВК «Вагнер». Но я смотрю на реакцию уже россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Но как только появилась угроза утери его единоличной власти, он тут же побежал обжиматься с кремлевским лидером. Истинный патриот своего народа. Как вы думаете, а если в Казахстане произойдут подобные масштабные антиправительственные митинги, как поведет себя наш действующий режим? Делитесь своим мнением в комментариях. Сау болыңыздар!